Аҩбатәи ахәҭашҟа ҳаиасот, ихадоу ахәҭа, избанзар аԥхьатәи нас уи ҳус имҩаԥаҳгаз ҳәарада уигьы ҵак амоуп, аха ушьҭа анаҩсан иаҳԥеиԥшу, мҩас ҳазныларан иҟоу, иҟаҳҵаран иҟоу азҵаара ҳазааҭгылан. Дорогие друзья, первая часть нашего заседания, она была посвящена, собственно говоря, отчету нашей деятельности, поскольку вы все, участники Церковно-народного собрания, учредители, мы должны были отчитаться. Теперь у нас очень важная часть о будущем, о решении нашего абхазского церковного вопроса. Все, собственно говоря, ради чего мы собрались и ведем подобного рода деятельность уже в течение 5 лет. С вашего позволения, перед зачтением обращения к главам всех православных церквей к православному собору, который состоится в июне месяце, я бы хотел сделать небольшое сообщение, и затем вы услышите на абхазском и на русском языке обращение. Далее, мы предоставим слово, но я уже попозже скажу, в каком регламенте и в каком порядке желающие из вас высказаться либо задать вопрос, могут это сделать. Мое сообщение называется «Путь решения абхазской церковной проблемы». Решение абхазской церковной проблемы для нас должно означать, и мы с вами должны это четко понимать, поэтапное воссоздание института автокефальной поместной православной церкви на территории современной Республики Абхазия, которая получит признание от всего православного сообщества. Что для этого необходимо сделать? Я хочу, чтобы вы были очень внимательны, потому что потом вы можете какие-то уточнения внести в своих выступлениях. Добиться единства мнения всего абхазского духовенства и всей абхазской паствы, включая народ Абхазии и руководство нашей страны, по вопросу будущего статуса церковной территории в пределах современных границ Республики Абхазия. То есть для всех нас неприемлемо сохранение в любой форме территории Республики Абхазия в рамках канонических границ Грузинской Православной Церкви. Поэтому мы с вами, участники Второго Церковно-народного собрания, принимаем обращение на имя председателя Святого и Великого Всеправославного Собора, который пройдет в июне этого года на острове Крит, Греция, в котором указано, что делегация ГПЦ, то есть Грузинская Православная Церковь, во главе с католикосом патриархом Ильей, носящим титул, в том числе и митрополита Пицунды и Сухума-Абхазского, не имеет права представлять православную паству Абхазии. Надеемся, что нашему примеру также последуют представители Сухумо-Пицунской епархии и руководство нашей страны. Еще раз, братья и сестры, повторяюсь, что этот Всеправославный собор готовился с 1961 года, когда прошло первое всеправославное совещание на острове Родос в Греции, или Родос, как говорят греки, примут участие главы и представители всех 14 автокефальных поместных церквей. Герман вам перечислял все 14 церквей, я не буду этого делать, я просто хочу сказать, что существует так называемый диптих церквей православных, то есть в порядке их значимости исторической и получения главным образом автокефалии. Из 14 православных церквей, первые 4 церкви древневосточные, грекоговорящие и арабоговорящие. Это Константинопольская или Вселенская патриархия. Глава этой церкви – председатель Всеправославного собора. Далее Александрийская Африка, Антиохийская, православный арабский мир,
Иерусалимская грекоговорящая церковь. Далее, на 5-м месте Русская православная церковь. Значит, я почему это говорю, что мы должны с вами избегать иллюзий. Да? Значит, мы не можем решить абхазский церковный вопрос, если мы будем обращаться к кому-то из этих, значит, представителей этих церквей. Или начнем с 5-го места, с Русской православной церкви, или с 9-го, или с 11-го. Значит, далее сербская, румынская, болгарская, грузинская православная церковь на 9-м месте. Далее латская, албанская, польская. И последняя церковь, которая получила свое признание после развала социалистического лагеря, православная церковь чешских земель и Словакии. Значит, когда несколько лет тому назад представители Священной Митрополии Абхазии, в том числе ваш покорный слуга, твердил, можно сказать, кричал о том, что состоится Всеправославный собор, давайте предпримем усилия. Я это говорил и отцу Виссариону, и руководству нашей страны и так далее, что нужно добиться, хоть как-то включить наш вопрос в регламент работы этого собора. Значит, все мне говорили, что этого собора не будет, и если этот собор состоится, патриарх Московский всея Руси Алексей II туда не поедет. Эта информация исходила от определенных чиновников, значит, Кремля, которые не представляют первых лиц, но, тем не менее, они были уверены в том, что этот собор не состоится. И мы имеем сегодня следующее. Собор состоится, значит, в июне месяце на острове Крит впервые за 1200 лет, значит, последний подобного рода Вселенский собор, как мы говорим, значит, проходил в VIII веке. Но я вас хочу, чтобы вы тоже это понимали, нынешний собор не вселенский. Вселенский означает участие и христиан Запада. Значит, нынешний собор – это все православные. В нем участвуют только православные. Так вот, через 1200 лет мы с вами, все православные, в лице представителей этих церквей и глав, вернулись к соборной единой апостольской церкви. Что означает, что высший институт в православной церкви, который может решать разного рода вопросы, и в том числе такого, как у нас в абхазской церковной проблеме, то есть образование новых церквей, этот институт называется Всеправославным собором или раньше назывался Вселенским собором. То есть сколько бы мы с вами писем не писали в Москву или в иные, так сказать, церкви, никакого ответа не будет. Напомню, значит, начиная с 1997 года Владислав Григорьевич Арцзенба писал несколько писем по просьбе отца Виссариона в адрес Русской Церкви и в адрес Священного Синода и архиерейских соборов Русской Церкви. Последнее одно из таких писем, их было 3, они опубликованы. Значит, первое письмо за подписью отца Виссариона и моей, значит, второе письмо за подписью Сергея Мироновича Шамба и Леона Аджинджила, как представителей мирян, и третье письмо за подписью Владислава Григорьевича Арцзенба. Значит, в 2000 году проходил юбилейный собор архиерейской Русской Православной Церкви, и мы обратились и сказали, я хочу, чтобы вы это четко слышали, понимали. Мы сказали, просим вас переподчинить Сухумо-Пицунскую епархию Грузинской Православной Церкви Русской Православной Церкви. Никто из нас, включая меня, не говорил об автокефалии Абхазской Церкви. Мы понимали все в то время, что это было нереально, и нам нужно было любыми средствами, значит, вначале выйти из состава Грузинской Церкви и дальше уже решать возможные варианты. Я это к тому, что когда, значит, вы слышите о том, что отец Дорофей там хотел отдать Новоафонский монастырь Русской Церкви, значит, мы и так далее, все разного рода разговоры, вы хорошо это знаете. Запомните одну вещь. Я как историк вам свидетельствую, и эта книжка выйдет в ближайшее время, значит, последняя история нашей церкви, начиная с 93 года по сегодняшний день.
С 1993 года по 2011 год, когда мы собрались здесь и создали Священную Митрополию, у всего абхазского духовенства, включая и меня, была только одна цель – выйти из состава грузинской церкви и найти временное окормление в составе русской церкви. И дальше мы уже говорили об образовании автокефалии. Значит, ни одного ответа на все наши посылы и просьбы, в том числе те письма, которые я вам перечислил, не поступили. Более того, нам всегда говорили, что решение абхазского церковного вопроса невозможно. Представители русской церкви говорили открыто. Только диалог с грузинской церковью. Мы, пожалуйста, можем быть в качестве посредников, там, организовать в Москве и так далее. Но мы не можем вам помочь в этом вопросе. Это официальный ответ Русской Православной Церкви. И мы их понимаем. То есть ни в коем случае мы не осуждаем за это. Почему? Потому что тогда мы наивно, еще не были сформировавшимися, наивно полагали, что раз соседняя большая церковь, значит, она может решить. А потом, когда мы созрели, и слава Богу, что мы к этому созрели, мы стали понимать, что существующие механизмы образования новых церквей совершенно иные, чем то представление, которое было у нас. Очень важно, дорогие друзья, помнить, что если вы помните становление нашей церкви и посмотрите выступления первого президента и последующих президентов, всегда была ссылка, что есть соглашение Гаагское, есть конвенция, есть определение. То есть всегда Владислав Григорьевич пытался доказать другим, что мы имеем право на существование не только потому, что мы хотим так, абхазский народ, а потому что существуют международные правовые основы, которые позволяют нам подобного рода вопросы ставить. То же самое произошло в церковной среде чуть-чуть позже, и, может быть, не с участием всех, но главное, чтобы кто-то понял это, что есть международная правовая система православная, у которой есть определенные механизмы, и что мы без учета этих механизмов ничего у нас не получится. Далее. Второе, что мы добиваемся? Добиться от Вселенской Патриархии пересмотра канонических границ Грузинской Православной Церкви. Как известно, Грузинская Православная Церковь получила окончательное признание своей автокефалии в 1990 году в Стамбуле от Вселенской Патриархии, где при вручении Томаса, то есть документа официального в автокефалии, присутствовал и митрополит Сухума-Абхазский Грузинской Православной Церкви, всем вам известный Давид Чкадуа. Когда отец Давид и Герман, и я, и Тимур здесь сидящие были на встрече во Вселенской Патриархии, нас спросили, а где вы были раньше? Значит, когда мы даровали автокефалию Грузинской Церкви. Мы ответили, что, к сожалению, у нас тогда был только один священник. Мы были как государство в составе Грузинской СССР, как церковь в составе Грузинской Православной Церкви. Как вы понимаете, Вселенская Патриархия ничего не знала о нашей проблеме, и грузины всегда говорили следующее. Это, дескать, русская церковь там создает проблемы, дескать, у нас все нормально, только они нам мешают. Мы смогли добиться следующего. Об этом очень хорошо в своем интервью сказала Ардинала, по которой здесь присутствует. Мы смогли добиться одной очень важной вещи – проинформировать всех основных участников православного сообщества о том, что у нас проблема не с Русской Православной Церковью, у нас проблема с Грузинской Православной Церковью, потому что из-за их национализма, и в том числе в рядах духовенства, мы имеем то, что мы сегодня имеем. И мы сказали о том, что мы уже 23 года без епископского окормления. И эта информация в письменном виде, не в устном, в письменном виде находится и во Вселенской Патриархии, и в остальных церквях. Передо мной лежит
папка, где имеются документы, значит, которые, разумеется, братья и сестры, вы понимаете, что мы не можем опубликовать. Почему? Потому что мы еще не решили наш с вами вопрос. Значит, хвалиться нам еще рано. Вот. Когда мы решим, тогда мы будем хвалиться тем, чего мы добились. Но в этих документах за подписью высших иерархов православной церкви говорится о том, что информация о ситуации в Абхазии хорошо известна. И как сказал мне один митрополит греческий, он сказал: отец Дорофей, вы сделали самое главное. Папка «Дело Абхазской церкви» создана, и в нее, значит, постепенно поступают разного рода документы. Когда соберется должное количество документов, хотят того, не хотят представители грузинской церкви, этот вопрос придется рассматривать. Далее. Добиться от православного сообщества создания межправославной комиссии под председательством представителей Вселенской Патриархии с привлечением всех заинтересованных сторон для обсуждения пути решения Абхазской церкви. Друзья мои, мы должны с вами очень четко вот это понимать. Значит, что без учета мнения православного сообщества мы с вами ничего никогда не решим. А чтобы это мнение учитывалось, мы должны всегда с вами, наш голос должен быть слышен. Если мы промолчим сейчас, значит, мы согласны с тем, что нас представляет грузинская церковь, с тем, что, более того, вы понимаете, я никогда не сторонник каких-то хитрых уловок или движений, но это очень часто мы видим в лице грузинских иерархов. В 2010 году они упразднили митрополита Абхазского и Сухумского, который у них находился после войны там, и внесли этот титул в титул грузинского патриарха. И сейчас на этом всеправославном соборе этот титул будет озвучиваться. То есть он представляет в том числе Абхазию. Более того, 24 делегата, которые поедут из грузинской церкви, они, наверное, постараются сделать так, чтобы там были представители автономной так называемой Абхазской республики, с тем, чтобы сказать, что, дескать, в чем проблема? Абхазия представлена на этом всеправославном соборе. Мы должны с вами сегодня принять обращение. Я очень надеюсь, что этому последует и отец Виссарион, и остальное духовенство, и в том числе руководство нашей страны, сказать, что эти люди, то есть состав грузинской делегации и ее глава, не представляют православное население Абхазии, что мы оказались за пределами Всеправославного собора по известным всем вам причинам, и поэтому, значит, мы протестуем. Только в этом случае мы можем в дальнейшем вести наше дело и продолжать и завершать ее. Дальше. Что нужно избежать? Друзья мои, мы тоже с вами формируемся, в том числе и я, наше церковное сознание, глубина видения вопроса и так далее. Очень важно, чтобы мы сформировались полноценно и избегали популизма, да? То есть кричать на каждом углу об автокефальной абхазской церкви и ничего реально не предлагать. Значит, что мы должны избежать? Попыток создания любыми путями собственной национальной церкви в кавычках. Православное учение о церкви, экклесиология, не знает национальных и абсолютно независимых церквей. Для нас, православных, существует только единая, соборная и апостольская церковь. То, что это существует, вы сегодня читали перед началом заседания, символ веры, принятый в 325 году, где вы все, читая, произносили «верую во единую, соборную и апостольскую церковь». Этот текст читается всеми православными всего мира. Мы не читаем, что мы веруем в грузинскую, в русскую, в греческую или в иную церковь. Дальше. Термины «автономная» и «автокефальная», оба греческих слова, церковь означает лишь определенную административную независимость той или иной церкви. В данном случае мы с вами ставим вопрос об административной независимости от грузинской церкви в силу поведения нецерковного ее иерархов.
Дальше. Поэтому для представителей, по крайней мере, Священной Митрополии Абхазии, для меня лично, неприемлемы никакие контакты с различными маргиналистическими, схизматическими церквями из различных православных стран с целью быстрого решения абхазской церковной проблемы. Значит, представители этих церквей уже, значит, на очереди у нас стоят, в том числе здесь, в Новоафонском монастыре. Но духовенство Священной Митрополии Абхазии в лице меня и отца Давида, мы всем сказали категорически нет. Более того, этот путь избрала церковная община Южной Осетии, и ее представители приезжали к нам, теперь просят нам, чтобы мы им помогли выйти из этой ситуации. Другими словами, наша задача, еще раз это подчеркиваю, добиться создания поместной православной церкви в рамках современной территории Республики Абхазия, которая будет находиться в каноническом общении с 14 общепризнанными православными церквями. Мы не ставим целью, и вы должны это четко понимать, создать свою национальную церковь, сидеть здесь в Абхазии, хвалиться ею и больше не иметь никакого выхода и контакта ни с кем. Мы хотим, сколько бы времени над это не потребовалось бы, когда пройдет следующее всеправославное собрание, чтобы Абхазия была в ней представлена. Мы хотим, чтобы все православное сообщество в лице первых лиц, патриархов, перечисленных мною, и других, могли спокойно приезжать в Абхазию, находиться в общении с нами. И мы, чтобы находились в общении с ними. Вот что мы хотим. Я был всегда противник, чтобы мы были в изоляции, как культурном, так историческом, так и любом другом от всех процессов, которые происходят в общечеловеческой истории. Потому что если мы будем в изоляции от всего этого, у нас не будет никакого будущего. Мы часть человечества, мы часть человеческой истории, мы часть цивилизованного средиземноморского христианского мира, и поэтому мы должны оставаться ею частью всегда. Дальше. Значит, самообман, вот очень важно, чтобы мы себя не обманывали. Относительно того, что решение абхазской церковной проблемы возможно посредством участия одной церкви, поместной православной церкви. Я выступаю перед вами, если я окажусь неправ, вы имеете право побить меня камнями, сколько бы лет еще не прошло, если мы твердо и целенаправленно не будем идти по тому пути, который я указал, а будем все время писать, значит, Московскую патриархию, в иную патриархию, ничего у нас не решится. Самообман – это проблема наша. То есть, если кто-то хочет нас обмануть, это его право. Но не дать себя обмануть – это наше право и показатель нашей зрелости. Значит, мы должны к этому идти. И последнее. Очень важно, чтобы нынешнее поколение абхазского духовенства и элита современного абхазского общества не повторила ошибок тех, кто в мае, как и мы с вами сегодня, 1917 года приняли резолюцию по вопросу абхазской церкви. Значит, я хочу здесь напомнить вам один исторический факт. В 1917 году Симон Басария, Дмитрий Гуля, значит, Тарнава, Михаил, многие видные общественные деятели, церковные деятели собрались и объявили автокефалию абхазской церкви. Значит, такой, к сожалению, исторический факт. Подписали резолюцию об объявлении автокефалии Симон Басария, Михаил Тарнава и только один священник. Значит, мой односельчанин, священник Василий Агрба, который за то, что он поставил эту подпись, последующие преследования со стороны грузинского духовенства в его адрес, он был вынужден уйти в революционное движение, как вы хорошо знаете, стал соратником, значит, Нестора Аполлоныча Лакоба. Не дай Бог этому пути последовать, я ни в коем случае его не осуждаю, но никогда этого с нашей стороны не будет. Но я хочу что сказать, а где были остальные священники? 20 человек. А где был маститый протоиерей Дмитрий Ман, с высоким образованием Санкт-Петербургской академии Николай Ладарья? Все они, братья и сестры, разумеется, не в меньшей степени были патриотами своей страны, своей церкви, чем Василий Агрба, но все они оказались заложниками
того, что им говорил протоиерей Георгий Голубцов и остальные представители Всероссийской церкви тогда на территории Абхазии. Тогда, после распада Российской империи, и абхазское, и грузинское духовенство имели почти одинаковую стартовую площадку. Но грузинское духовенство пошло по более тяжелому пути. Их отлучили от церкви, саму церковь признавали в качестве раскольнической до 1943 года, и окончательное признание грузинская церковь получила лишь только в 1990 году, то есть спустя 90 лет. А мы здесь с вами говорим, почему мы не можем решить за 5 лет наш вопрос. Дальше. Однако сегодня Грузинская православная церковь является полноправным членом православного сообщества и будет принимать участие на Святом и Великом Всеправославном соборе. Абхазское же духовенство, полагаясь на обещания Святейшего Синода Всероссийской Церкви, у нас есть телеграммы прямые от обер-прокурора Священного Синода Русской Церкви в адрес князя Александра Чачева, о том, чтобы отложить этот вопрос автокефалии, сейчас у нас будет собрание, мы там сделаем Кавказский отдел и все решим. Пошло по другому пути, которое привело в конечном итоге к насильственному включению абхазской паствы в состав Грузинской православной церкви в 1943 году. И во второй половине XX века мы не имели ни одного священника Абхазии на территории Абхазии. Нынешнее поколение абхазского духовенства, делая все возможное вместе с вами для возрождения православной церкви, должно всегда помнить, что на этом пути необходимо руководствоваться прежде всего церковным сознанием и заложить правильную основу, которая позволит последующим поколениям абхазского духовенства добиться в конечном итоге решения абхазской церковной проблемы. Благодарю вас за внимание. Позвольте предоставить сейчас для зачтения текста. Арда, прошу. Значит, будьте внимательны, это текст обращения ко всем главам и к председателю Всеправославного собора, который пройдет в июне. Значит, он направится на нескольких языках. Ну, сейчас мы вам представим вначале на абхазском языке, затем на русском языке. Если у вас потом будут пожелания или что-то учесть, мы готовы будем выслушать вас. Пожалуйста. Аяша хацарат ныха, ипшо айзара дудза, ханпаю, заиграла ипщезо Варфоломей Акпи, Константинополь Римчац архиепископи, Адонизик пи апатриархи. Вчера заиграла ипщезо, юнизский вявшипса, Лазарам за вёхорза, адский апостол Симон Канапи и монастырь, Акна, Апсна, Афончат семипеси и замтанапио, Айбепи аныха жулар пейзара. Уй ялахун, а кирсян яша хазара нугузго, макяны хампхедзац, нас яцхазаб. Апсна отбылава, ерубас, анапшчи, асастви. Юнизский визишуксеза, фера зигирила ипшедзо, фехцели, а яша хазара пнуха козиге, архадацах, рехцели, и наштын, Акпи аныха жулар пейзара апхера. Апхерьянын хбыла кирсяну арстагылу ава дайри, ариестар ахопшрызы, адунизик пи апатархия ханпюра зызнава, аяша хацар абжараб комиссия пзарази ахера. Юнизки визе шуксала царам за жохазы, афончац имя песыз, зки ши жавик, апснаханткара тула злахуз, уртракт бишви уни вивяхавик, а кирсян яша хатара нуқузго отбылава, рабжи ахиртиз, акпи аныха, жлар пейзар иғаназ апхера шакургу, хариятчни язгвахтуид, апсна яша хатара, ванжлар рабстазарыған, ишек кылыз атаглыза шаханта, алзаразы амёка рыбшарызы, ихипшим аныхаква ралурхра, хымпада ятахна ишогу. Акрто яша хацарат ныха апсна ныхача, юку ауа дайреква, аныха бжарап вядзаракна, ала цюратахна япхедзом. Абриоп мзыз хадас яму,
Аԥсны аиаша хаҵаратә қьырсиануаа рыԥсҭазаараҿы иҟоу аныха ԥҟарақәа реиқәымшәара, аҭагылазаашьа иахьа уажәраанӡагьы аӡбара алзмыршаз, аныхатә еиҿкаарагьы аҟамзаара зыхҟьо. Аԥсуаа ақырҭуа етнос иахәҭакым, ақырҭуа ныха иагьаҵанакуа. Ҭоурыхла Аԥсны Мцхета архиепископи Ивери акатоликоси рныхатә мчхара ахаангьы иаҵанакӡомызт. Аха зегьы шәижәаашықәсазы Қырҭтәыла адемократиатә республика архәҭа Аԥсны ампыҵаланахалеит. Иара убасгьы Аҟәа ақалақь аҟны дықәыргылан Урыстәылатәи аныха иалҵны зхалаз зхатәы хьыԥшымра рылазҳәаз, Аԥсны ахьынӡанаӡааӡо ныхатә ҟарала иара амчхара аҵанакуеит ҳәа аҳәамҭа ҟазҵаз Қырҭтәылатәи аепархиа амитрополит. Зқьи шәиԥшьыни жәабашықәса адунеи зегьтәи апатриархиа иҟаз аполитикатә ҭагылазаашьақәа зегьы ҳасаб рзуразы алшарақәа анамамыз, ақырҭуа иаша хаҵаратә ныха ахьыԥшымреи апатриархтә статуси анаҭеит зқьи шәиҩни жәахԥашықәсазы ақырҭуеи аурыс иаша хаҵаратә ныхақәа ирыбжьара ишьақәыргылаз аҳәаақәа ирҭагӡаны. Даҽакала иаҳҳәозар, ԥасатәи Қырҭтәылатәи асовет социалист республика аҳәаақәа ирҭагӡаны. Аԥсны жәлари ақырҭуа ныхеи реизыҟазаашьа аиашьаратә аиҩызаратә ҟазшьа рымоуп уҳәартә иҟаӡам. Уи мзызс ииуит зқьи шәижәаашықәса инаркны иахьа уажәраанӡа ақырҭуа ныха Қырҭтәыла аиҳабыра аԥсуааи егьырҭ амилаҭқәеи рганахьала имҩаԥырго амилаҭ еилыхратә политика иахьадгылоз. Ақырҭуа патриархиа зқьи шәиԥшьыни жәаҩа, зқьи шәиԥшьыни жәаха, зқьи шәиԥшьыни жәаҩааи ҩнызқьи актәи ашықәсқәа раан аҭыԥ змаз аибашьра, иара убас ҩнызқьи аабашықәсазы алада Уԥстәылатәи жәлар ирҿагылан имҩаԥыргоз агрессиеи раанкыларазы иқәымгылт. Милаҭ рацәала иеилоу Аԥсны аиаша хаҵаратә жәлар ахаангьы ақырҭуа иерархцәеи ақырҭуа апатриархиеи рганахьала хылаԥшра рымаӡамызт. Ақырҭуа ныха аибашьра аҿагылара аҭыԥан есқьынагьы Қырҭтәылатәи аҳәаақәа реиҭашьақәыргылара иарҭо аҵак ду атәы аҳәоит, убас алагьы иара аҳәынҭқарра амилаҭ еилыхратә политика иадгылан. Убри аҟнытә аиаша хаҵаратә уаажәлари Аԥсны жәлари ақырҭуа аиаша хаҵаратә ныха амчхара азханаҵом, ихьыԥшым аиаша хаҵаратә ныхақәа рҿаԥхьа Аԥсны ҳәынҭқарра аҟны ақырҭуа аиаша хаҵаратә ныха аиурисдикциа иаҿагылоит. Убри иазкны ҩнызқьи жәахашықәсазы имҩаԥысыз Аԥсны ауааԥсыра разҵаанӡа убасҟан ханҩыжәаба нызқьҩык ақырҭуа иаша хаҵаратә ныха алҵразы ихьыԥшым Аԥсны аныха аиҭашьақәыргыларазы рнапы аҵарҩит. Шәара зегь рыла иԥшьаӡоу ихьыԥшым ныхақәак рҭаххарала аныха ҿыцқәа раԥҵареи ахьыԥшымреи рыҭареи ирыдҳәалоу азҵаара иԥшьоу аизара дуӡӡа аԥҟара иалган. Ҳгәыӷуеит уи ҳтәылаҟны аныха аканонтә проблема аӡбара аруадаҩрым ҳәа. Аҩбатәи аныха жәлартә еизара алахәылаҩцәа шәара зегь рыла иԥшьаӡоу, иԥшьоу аизара дуӡӡа хантәаҩык иаҳасабала шәышҟа еиҭа ааԥхьара ҟарҵоит Аԥсны қьырсиануаа рҭагылазаашьа ацәымҳара ашәҭарц. Иара убас ҳара иԥшьоу аизара дуӡӡа аҿаԥхьа иҳарҵабыргуеит ақырҭуа аиаша хаҵаратә ныха ҩнызқьи жәабашықәса раахыс Пицундеи Аҟәа Аԥснытәи амитрополит ититул ныҟәызго акатоликос апатриарх Илиа дызхагылоу аделегациа Аԥсны қьырсиануаа хаҭарнакра рзура ишақәиҭым. Ҳара даҽазнык иаҳәара ҟаҳҵоит адунеи зегьтәи апатриархиа ахантәаҩра зызнауа аиаша хаҵара абжьаратә комиссиа аԥсаразы ақырҭуа аиаша хаҵаратә ныха аҳәаақәа реиҭахәаԥшреи Аԥсны қьырсиантә уаажәларра рстатус ашьақәыргылареи рзы. Ҳгәыӷуеит ҳанцәа Иаса Қьырса ҳрыцҳаишьар Аԥсны қьырсиантә уаажәларра хара имгакәа иакәу аизаратә апостолтә ныха иахәҭакны иҟалап ҳәа.
Поскольку это очень важный текст, значит, сейчас вы услышите его на русском языке. Отец Давид, пожалуйста. И затем мы перейдем к обсуждению. Уважаемые участники, как сказал уже председатель собрания, этот документ является самой важной частью нашего сегодняшнего собрания, поэтому прошу вашего внимания, особого внимания, потому что мы должны быть единогласны относительно этого письма. Святому и Великому Собору Православной Церкви, председателю Святого и Великого Собора, Его Всесвятейшеству Варфоломею, архиепископу Константинополя, Нового Рима и Вселенскому Патриарху. Ваше Всесвятейшество, 15 мая 2016 года в монастыре святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне в Абхазии состоялось очередное второе церковно-народное собрание, в котором приняли такое-то количество граждан Абхазии православного исповедания, а также столько-то наблюдателей и гостей. В 2011 году в адрес Вашего Всесвятейшества и главам всех православных церквей было направлено обращение от лица Первого Церковно-Народного Собрания, в котором была изложена проблема православной паствы нашей страны и просьба в учреждении Межправославной комиссии под председательством Вселенской Патриархии для рассмотрения этого вопроса. Подтверждая обращение от имени Первого Церковно-Народного Собрания, которое состоялось 15 мая 2011 года в городе Новый Афон и на котором присутствовало 1110 граждан Республики Абхазия, а в голосованиях приняли участие 753 гражданина православного вероисповедания, мы подчеркиваем необходимость участия автокефальных церквей в поисках выхода из сложившейся критической ситуации в жизни православной общины Абхазии. Грузинская православная церковь игнорирует обсуждение абхазской проблемы на межцерковном уровне. В этом заключается главная причина того, что неканоническая ситуация в жизни православной паствы Абхазии до сих пор не нашла своего разрешения и отсутствует институт церкви. Абхазы никогда не считали себя частью грузинского этноса и принадлежащими к грузинской церкви. Каноническая власть архиепископа Мцхеты и католикоса Иверии никогда не распространялась на историческую территорию Абхазии. Однако в 1918 году Абхазия была оккупирована войсками Демократической Республики Грузия, и в то же время в городе Сухум был поставлен митрополит, отколовшийся от Российской Церкви, самопровозглашенной грузинской патриархией, которая объявила территорию Абхазии своей канонической юрисдикцией. В 1990 году Вселенская Патриархия, не имея возможности учитывать всех политических обстоятельств, даровала автокефалию и патриарший статус Грузинской Православной Церкви в тех канонических пределах, которые были определены в 1943 году между грузинской и русской православными церквами, то есть в границах бывшей Грузинской Советской Социалистической Республики. Отношения между народом Абхазии и грузинской церковью не могут быть названными дружественными и братскими. Причиной тому послужило то, что с 1918 года и до настоящего времени грузинская церковь всегда поддерживала националистическую политику властей Грузии в отношении абхазов и других народов. Грузинская патриархия никогда не выступала за прекращение кровопролитных войн, которые имели место в 1992-1993 годах, в 1998 году и в 2001 году, а также во время агрессии Грузии против народа Южной Осетии в 2008 году.
Православный многонациональный народ Абхазии никогда не чувствовал пастырской поддержки со стороны грузинских иерархов и грузинской патриархии. Вместо порицания военных действий грузинская церковь всегда подчеркивает важность восстановления политических границ Грузии, тем самым оправдывая националистическую политику своего государства. В связи с этим православная община и народ Абхазии не признает над собой власти Грузинской православной церкви и оспаривает перед автокефальными православными церквами юрисдикцию Грузинской православной церкви на территории Республики Абхазия. По этому поводу в 2013 году был проведен опрос населения Абхазии, на котором более 70 тысяч человек подписались под вопросом о выходе из канонической юрисдикции Грузинской православной церкви и воссоздании независимой церкви в Абхазии. Ваше Всесвятейшество, по настоянию некоторых автокефальных церквей вопрос, связанный с образованием новых поместных церквей и дарованием автокефалии, будет снят с регламента Святого и Великого Собора. Надеемся, что это не будет осложнять разрешение канонической проблемы церкви в нашей стране. Участники Второго Церковно-Народного Собрания вновь обращаются к Вашему Всесвятейшеству как к председателю на Святом и Великом Соборе обратить внимание на положение, в котором оказалась православная паства Абхазии. Мы также свидетельствуем перед Святым и Великим Собором, что делегация Грузинской православной церкви во главе с католикосом-патриархом Ильей, носящим с 2010 года титул и митрополита Пицунды и Сухума-Абхазского, в кавычках, не имеет права представлять православную паству Абхазии. Мы вновь просим создать межправославную комиссию под председательством Вселенской Патриархии для обсуждения вопроса по пересмотру канонических границ Грузинской Православной Церкви и определения статуса православной общины в Абхазии. Надеемся, что милостью Господа нашего Иисуса Христа православная паства Абхазии станет в скором времени полноценной частью единой соборной апостольской церкви. Значит, прежде чем мы проголосуем за это обращение, значит, хочу напомнить вам, что в своем первом обращении, которое мы отправили в 2011 году, мы давали очень подробные исторические справки. Этого сейчас не нужно делать, потому что практически все, что связано с историей нашего государства, с историей нашей церкви, с важными этапами становления церковного института, все это уже написано, отправлено и на греческом, и на английском, и на русском, значит, и на абхазском языке главам всех церквей. Значит, поэтому сейчас мы вновь, значит, акцентировали внимание вот на том, на что мы слышали. Прежде чем мы проголосуем за это, теперь у нас пока идет подсчет голосов и пока не поступили данные, значит, мы проводим слушание. Желающие выступить, у нас стоит микрофон в середине зала. Есть ли еще народы наподобие нас, которые сегодня на этот Вселенский Церковный Собор посылают свои, значит, заявку или там просьбу, чтобы вопрос был положительно решен? Кроме нас, есть еще народы? Вам известно в этом вопросе? Спасибо. Очень хороший вопрос, кстати, сказать. Табуб Дарадза, Штарколот. Значит, мы в своем выступлении тоже отметили, что по настоянию нескольких церквей, ну, сейчас в официальном обращении мы не можем этого говорить, но вам-то я могу сказать, значит, по настоянию сербской православной церкви, у которой есть проблема
с бывшей Македонской республикой, где существует церковь, которая откололась от сербской церкви 60-х годов, по настоянию грузинской православной церкви, у которой есть проблемы в Абхазии, канонически территориальной, и в Южной Осетии, и по настоянию русской православной церкви, у которой есть, как вы хорошо знаете, проблемы на Украине и других бывших советских социалистических республиках, таковы как Молдавия и так далее, да? По настоянию исключительно вот этих трех церквей, там еще вопрос был между Антиохией и Иерусалимом, но он как-то, слава Богу, разрешается. Вот по настоянию этих трех церквей вопрос образования новых автокефальных церквей, дарования им независимости был снят. Почему? С одной стороны, православное сообщество уже 40 лет обсуждает эту тему, и все понимают, что главный вопрос не мир во всем мире, заявление сделать, да, а решить наболевшие, накопившиеся разного рода церковные проблемы. И одна из самых важных в этой части является как раз проблема образования новых государств на постсоветском и постсоциалистическом пространстве и оформления в рамках новообразованных государств новых церковных образований. Эта тема широко была обсуждена. И здесь сидящие отец Давид и я, и Герман, мы хорошо знакомы со всеми докладами представителей всех церквей по этому вопросу. Затем один из митрополитов швейцарских Вселенского патриархата суммировал все пожелания, исторические справки, каноническое обоснование докладов участников обсуждения и сделал суммированный, вывод, который сводится к следующему. Первый путь, дарование автокефалия от матери церкви, для нас постфактумом грузинская церковь, для Украины русская, для сербской, для Македонской республики сербская. Вот, это один вариант. На этом варианте настаивают как раз вот эти церкви, о которых я только что сказал. А остальные же церкви, то есть подавляющее большинство, говорят о том, что образование автокефалии, осуществляется только Вселенской Патриархией. Почему? Потому что, за исключением 5 церквей, Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской православной церкви, которые получили свою независимость в рамках единой соборной апостольской церкви, я еще раз говорю, слово «независимость» означает административно, никто из них самостоятельно действовать не может. Получили в рамках Вселенских соборов, то есть первого тысячелетия. Все остальные церкви, то есть ныне из существующих 14, только 4 получили автокефалию в первом тысячелетии, остальные 10 получили свою автокефалию, включая и русскую православную церковь, и грузинскую православную церковь, только от Вселенского патриарха. То есть, когда они получали автокефалию в 90-м году, никакого всеправославного собора не было. Было принято решение Синода Вселенской Патриархии и выдан Томас за подписью Вселенского Патриарха. Так образованы все ныне существующие 10 новых церковных образований. Вот почему мы, собственно говоря, и настаиваем обращаться в адрес Вселенской Патриархии. Теперь следующий момент, то, что вы спрашиваете. На данный момент у нас нет информации, но мы хорошо знаем, в том числе и бывшая Югославская республика Македония будет обращаться и обращается, то есть они буквально через 2 месяца после нас в 2012 году, были во Вселенской Патриархии и получили также аудиенцию, и сейчас они, разумеется, тоже будут это делать и на уровне лидеров своих стран и государств и так далее. Что касается Южной Осетии, я вам уже сказал, что Южная Осетия выбрала путь непризнанных церквей, то есть у них сегодня есть митрополит от непризнанной старостильной греческой православной церкви, не признаются ни одним из существующих, поэтому, конечно, они такого рода обращения не сделали. Что касается Украинской
проблемы, вы хорошо знаете, что там регулярно происходит такого рода обращения, и они, разумеется, в том числе ждут принятия решений, последующих решений по их вопросам. Вы можете логически, следуя логике, задать следующий вопрос. Отец Дорофей, если сейчас наш вопрос не рассматривается остальных церквей, а когда же мы будем рассматривать? Я еще раз говорю, что не рассматривается по нашей вине, да, мы не сделали то, чего от нас требовалось. Мы-то, может быть, и сделали, кто здесь находится, но речь идет о всем нашем обществе. Не мы с вами только являемся государством абхазским, не мы только с вами являемся церковными людьми. Что нас ждет в будущем? Дело в том, что сейчас это первый собор после более 1000 лет. Но в дальнейшем эти соборы всеправославные будут созываться намного чаще. Есть информация о том, что, возможно, это будет в рамках последующих 5-7 лет. Созываются эти всеправославные соборы по решению Вселенского Патриарха. Документы, которые будут исходить на этом соборе, идут за подписью Вселенского Патриарха. Соответственно, наша с вами теперь задача, если сейчас Всеправославный собор пройдет в июне месяце, через 2 месяца буквально, даже через месяц, мы уже туда не попадаем, как и остальные церкви, но мы только протестуем, что нас не представляет грузинская церковь. А последующий вопрос образования новых церквей рано или поздно встанет на этом Всеправославном соборе. Рано или поздно он будет решен. Наша с вами задача, пока мы не дойдем до этого времени, не упасть духом, не сдаться, не выкинуть, простите, что я так говорю, лотерея, которая еще у нас находится в руках, а и розыгрыша еще не было. Мы с вами по разным причинам, по политическим, геополитическим, еще каким-то внутренним, экономическим и так далее, мы уже от всего этого отказались. Это равносильно тому, чтобы до признания абхазского государства в 2008 году мы до этого бы заранее отказались от этого. Не было бы никакого признания. А что признавать? Поэтому сегодняшнее наше с вами собрание – подтверждение того, что на территории Республики Абхазия еще есть, слава Богу, живая, действующая церковная община, которая не отказывается от пути воссоздания Абхазской православной церкви. Это очень важно. Прошу прощения, что я говорю, что вы понимаете, что когда я говорю «не отказывается», я сегодня не хотел об этом говорить и не буду уточнять, но вы же понимаете, что перед вами сидят 2 клирика, отец Давид и я. И мы в течение этих 5 лет вместе со всеми мирянами, вместе с вами, напротив нас стоят могущественные церкви, которые состоят из миллионов прихожан и сотни епископов. Вы же понимаете, что, так сказать, это чудо и милость Божия, как сказала одна из журналисток, которая присутствует здесь в своей заметочке, что дошли мы до сегодняшнего дня. Дошли, понимаете? То есть и будем идти, безусловно, далее. Избанзар ахьаԥшыруа аналага, умч шыҟәыду ухаҟынӡа ус анакәха нас хәыҷыкгьы ашара уалагоит, иҩба уанхьаԥш угәы каҳауеит. Избанзар уашьҭахь иҟоу, изҿу, ирҳәо, ируа анубалагьы угәы каҳар ҟалоит. Убри аҟнытә ҳамхьаԥшқәа ԥхьаҟа ацара аҭахуп. Уа Анцәа инапаҿы ҳаҟоуп. Убас иҟалар ҟалоит, шықәсыкала ирыӡбыргьы ҟалоит, ҩышықәса рылагьы ирыӡбыр ҟалоит. Иарбан ҳара саҭашәымҵан, иарбан ҳара иаҳзымчҳауа хәышықәса, жәашықәса роума иаҳзымчҳауа? Ҩажәаҩ бахшықәса ҳаҿуп ҳазҿу иахьатәи аус. Иарбан иаҳзымчҳауа? Убри аҟнытә хәыҷык ҳахәымццакып, ҳазхәыцны ишахәҭоу ҳазнеип. Мы когда были на встрече
вот отец Давид и Герман прямые свидетели этих всех встреч, вы знаете, очень был важный момент для православного сообщества. Не наш национально-патриотический настрой, да, значит, на ура все мы патриоты, да, не это. Я, честно сказать, прошу прощения, что мне приходится об этом говорить, но вчера, когда мы вспоминали, значит, и все были на могиле Владислава Григорьевича, я не был вчера, и в силу разных обстоятельств, не потому, что не хотел я туда пойти, я просто считаю, что бессмысленно каждый год ходить по могилам президентов и остальных, и в том числе погибших ребят, возлагать цветы, и в то же время одновременно уничтожать то дело, ради которого они отдали свою жизнь. Далее, когда мы встречались на разных уровнях, и была такая постановка, очень важно, за нами очень серьезно наблюдают братья и сестры, вы это учтите, за всем, что мы говорим и делаем. Они смотрели на нас и хотели понять, насколько мы с вами сформировавшиеся люди, по крайней мере, те, кто вас представлял на этих встречах. И когда они слышали и понимали уровень богословского осознания этих вещей, уровень церковного осознания, люди понимали, что у нас очень серьезные намерения, не просто, так сказать, наскоком что-то решить для того, чтобы приехать в Абхазию, гордиться, значит, и хвалиться всем и вся. Нет, не в этом задача. Наша задача заключается в том, что мы должны получить инструмент в руки, значит, а этот инструмент получения человека в сане епископа, который сможет на территории Абхазии рукополагать священников. Почему? Потому что если бы все священники, включая и меня, и отца Давида, и остальных, кто сегодня здесь нет, были бы рукоположены здесь, в Абхазии, они бы сегодня все были бы здесь. И не боялись бы, что их запретят те иерархи, которые их рукоположили в разных церквях. Значит, поэтому очень важно, чтобы мы получили абхазского епископа, который начнет рукоположение. И слава Богу, должен вам сказать, что и у нас, и у Сухумо-Пицунской епархии есть молодежь, которая достойна, которая получает достойное образование, которая намерена в дальнейшем, значит, продолжить наше дело. А соответственно, будут открыты все абхазские храмы. Понимаете, невозможно открыть абхазские храмы, ну как вот, более 200 храмов на территории Абхазии, ни в одной абхазской деревне не функционирует полноценный церковный приход. Наскоком? Приехал, в раз в месяц послужил батюшка и уехал. Или там, значит, что-то нужно было совершить. Полноценное означает, что каждый день священник будет находиться там. И самое главное, я еще раз говорю, самое главное, раԥхьаӡа иргыланы ҳныҳәара, ҳара ҳгәы иҭоу хьаас иҳамоу, ҳзызхәыцуа, анцәа иҟны ианаҳҳәо, гәыкала иаҳҳәарц ҳҭахызар, угәы иҭоу гәыкала иуҳәарц, узызхәыцуа убызшәалоуп ишуҳәо. Убысҟан ауп уара ишуҭаху, уҿаҿгьы ишааиуа иуҳәар иуҭахугьы. Убри аҟнытә уи аганахьала ҳара аԥсуаа аԥшьаҩцәа ҳмааӡакәа уи ҟалашьа амаӡам. Иаауа зегь ҳара ҳаҭыр ықәҳцоит, аӡәгьы ҳаигәыҵысӡом, аха урҭ рхатә бызшәа рымоуп, рхатә ҵас рымоуп, рхатә қьабз рымоуп. Ишасҳәар сҭахуп иахьа абри аҳәса итәоу зегьы, иахьатәи амш ҳара аԥсуаа ҳҵас ҳқьабз аҟны аҳәса рымшаԥы ааҳашьҭоуп. Избанзар уи нас мчыбжьык арахь ииаҳгеит Кирсиан ныха мԥсыҽха аҵас ақьабз ҳцәыӡ хәыҷык иаҳцәеилагеит, аха иахьоуп адунеи зегьы аҟны анцәахаҵара ныҟәызго, иашоу анцәахаҵара ныҟәызго ҳазышьҭоу инаԥыло. Абырзенцәа ирҳәоит гинекон мирофорон кириаки, аурысцәа ирҳәоит жон мироносец. Аԥсуаа ҳҟны иаҳҳәоит аҳәса рымшаԥы ҳаубысҷыдала иалкааны иҟаҵаны иҳамоуп. Уи ҳара аԥсуаа илаҳамкаакәа тәымуаҩык ара дааны абри абас ишәыманы абас иныҟәагатәуп ҳәа уи аӡәгьы иҳаиҳәаран ҳаҟаӡам. Убри аҟнытә ҳазегьы ҳзызгәаҟуа ҳзышьҭоу ани амч аиура акәӡам. Ҳазегьы ҳзызгәаҟуа ҳзышьҭоу иԥшӡом аҭа ҳшәҵаны, агьырҭ иршәу ҳашәҵаны, мамзаргьы диепископны дҟалым, мамзаргьы ҽаӡәны дҟало иакәӡам иҳамоу ҳара. Ҳа ҳзышьҭоу акы заҵәыкоуп, иаҳҭахуп ҳаԥсуа Кирсиан ныхақәа рҟны ихабалак иамуаргьы абжа иахьа иҟоу рҟны иҟаларц аԥсуа
аԥшьаҩцәа зхәатәбызшәала зҵас иашьклаԥшны, зхәпату ақәҵаны, ҳажәлар рыхдырра рҵас рқьабз илкааны, рымаҵ зуша, ирхагылаша сҳәаӡом, ҳара ҳмаҵуҩцәоуп, рымаҵ зуша ауаа рааӡарагьы, рнапы рықәҵарагьы. Батюшка, один единственный вопрос. Почему другие церкви не поддерживают? Можно объяснить вот это? Убыс иоуп аҭагылазаашьа шыҟоу, есқьынагьы ижәдыруазар сҭахуп, аҳәынҭқар аганахь алоума, ари аус ҳазҿу аганахь алоума, ҳазҿу зегьы зҭаху раԥхьа иргылон ҳа ҳауп. Изҳарымҭеи, изыҟарымҵеи, изаарымгеи, ҳазызхарымҵеи, уи акызаҵәык иҳахәарны ҳаҟаӡам. Ҳа ҳауп изҭаху. Иҳарымҭо зегьы ашә ԥҽны ҳаҩналароуп. Иҳарымҭо зегьы, избанзар ҳа ҳауп изҭаху. Аӡәы аҽԥныҳәа исҭар сҭахӡым. Аӡәы даҳгәыҵасма, мамзаргьы иақәнагамак ҳаиҳәама, мамзаргьы иақәнагамала дҳақәныҟәама. Вместе с тем, что только что рассказывал отец Дорофей, я бы хотел от себя что-то рассказать, и это касается прежде всего нашей канонической ситуации. Как уже сказал отец Дорофей, мы представители на нынешний момент разных поместных православных церквей в Абхазии, потому что ситуация у нас такая критическая сложилась в стране и в нашей церковной жизни, что у нас сегодня отсутствует пребывание канонического епископа из-за тех проблем, которые сложились с той церковью, которая на протяжении 50 лет официально признавалась имеющей право здесь осуществлять свое каноническое бытие. У нас с 1992-93 годов эти отношения с Грузинской Православной Церковью прервались. Хотел бы сейчас сказать о том, что вот я, например, ваш покорный слуга, будучи студентом 3-го курса Московской духовной семинарии, в 19-летнем возрасте принял для себя решение на основании того, что я слышал от своих наставников, в том числе по церковной канонике, необходимым для того, чтобы православная церковь в Абхазии развивалась, я начал отношения с Грузинской Православной Церковью. И с 1997 года по 2001 год я осуществлял поездки в Грузию, и в 2000 году я был рукоположен в сан диакона ровно 16 лет тому назад, 14 мая, грузинским патриархом. Все, что я делал на протяжении с 1997 года по 2001 год, было направлено на то, чтобы добиться от иерархов грузинской церкви, в том числе грузинского патриарха Ильи II, обратить внимание на проблему, которая существует в церковной жизни в Абхазии. Но, к сожалению, исходя из канонов, по которым меня рекомендовали к тому, чтобы начать отношения с грузинской церковью, я ничего не добился, и грузинская церковь не услышала нашего голоса. Хочу подчеркнуть, что нам в Абхазии предлагается различные пути решения нашей церковной проблемы. И вот тот путь, по которому мне было суждено пройти с 1997 года, это один из тех путей, то есть оставаться в рамках Грузинской Православной Церкви. Я 16 лет являюсь клириком Грузинской Церкви. И несмотря на то, что я неоднократно обращался в лоно Грузинской Православной Церкви выйти из состава Грузинской Церкви, на мои письма не было дано положительного ответа. Более того, в 2006 году Синод Грузинской Православной Церкви назвал мои действия антиканоническими и антицерковными. Дорогие друзья, я вам сейчас это рассказываю для того, что на протяжении долгого времени
именно вот эта моя личная история постоянно повторяется в нашем церковном вопросе. Мое имя часто произносят для того, чтобы сказать: вот посмотрите, клирик Священной Митрополии Абхазии является клириком Грузинской Православной Церкви. Да, так сложилось, что я до сих пор остаюсь клириком Грузинской Православной Церкви, но не будучи священником, а будучи 16 лет в диаконском сане, я стараюсь делать все возможное для канонического возрождения в соответствии с вашим волеизъявлением разрешения нашего церковного будущего. У нас сегодня в Священной Митрополии, к глубокому сожалению, остался только один священнослужитель в пресвитерском сане. Это глубоко уважаемый отец Дорофей Дбар. Для того, чтобы у нас были священнослужители в будущем, нам нужно двигаться по пути канонического разрешения нашей церковной проблемы. И об этом мы говорим уже несколько часов вместе с вами здесь. Канонический путь разрешения нашей церковной проблемы лежит в том направлении, находится в том направлении, о котором мы тоже сейчас вам объяснили. Вместе с этим я хотел бы подчеркнуть о том, что нам в этом пути будет необходимо вести переговоры с разными сторонами, потому что само по себе разрешение нашей церковной проблемы, оно не произойдет. Какие бы ни были переговоры, положительные или отрицательные, они должны будут проходить. Но мы выступаем о том, чтобы эти переговоры с Грузинской Православной Церковью осуществлялись при содействии Вселенской Патриархии, потому что Вселенская Патриархия не является настолько заинтересованным лицом в данном процессе, как другие православные церкви. Исходя из этого, сегодня тот совет, который будет избран вами, возможно, будет также уполномочен для того, чтобы в перспективе осуществлять всю эту ответственную работу, в том числе и по переговорному процессу с разными поместными православными церквами. И в этом отношении я хочу лично поблагодарить вас всех за то, что вы приняли такое участие в нашем сегодняшнем Втором Церковно-Народном Собрании. Итак, дорогие друзья, наш путь тернист и нелегок, как уже много раз об этом говорил отец Дорофей, и мы должны пройти этот путь во что бы то ни стало, потому что наличие церкви в свободном и независимом государстве является гарантом национальной безопасности. Если у нас не будет канонического института церкви в стране, это говорит о том, что мы будем уязвимыми в духовном отношении. Наша с вами боль и наша с вами задача выйти из этого положения и добиться того, чтобы у нас была каноническая церковь, восстановлена каноническая церковь. Благодарю вас за внимание. Значит, если по тексту, отец Давид, благодарю, если по тексту обращения нет никаких возражений, пожалуйста, у вас есть всех карточки, проголосуем, пожалуйста, все. Значит, кто за, пожалуйста, поднимите карточку. Значит, кто за, выше, опускайте. Кто против? Против, пожалуйста. Так, значит, я вас очень прошу, любое мнение учитывается, не надо никому, значит, если кто-то против, ничего в этом страшного нету. Воздержались? Значит, спасибо. Тогда это обращение... Большое спасибо за поддержку этого обращения. Теперь, значит, председатель комиссии избирательной Наталья Викторовна СМЭР мне принесла здесь подсчеты предварительные бюллетеней. В этом году, в 2016 году,
проголосовало, то есть были использованы 1043 бюллетеней. Напомню вам, что, значит, во время предшествующего собрания, во время голосования было бюллетеней 753. По сути, на 300 человек больше на сей раз проголосовало. Значит, я это подчеркиваю. Почему? Потому что вы все хорошо помните, что в тот раз нас всех обвиняли, что там мы туристов всех собрали, голосование проводили и так далее, и так далее. Да? Значит, сегодня монастырь абсолютно был закрыт для паломников и туристов, как вы хорошо видите. Наши охранники с пеной у рта всем доказывали, что нельзя туда пройти, у нас серьезное собрание. Значит, это очень важно, дорогие друзья, что на 300 голосов, значит, православных участников проголосовало на этом церковно-народном собрании. В общей сложности поступило заявок, значит, в электронном виде, мы когда собирали, уже был сделан список, там было 450 значит, заявок, из них только 40 человек по разным причинам не смогли прийти сегодня. Значит, в электронных заявках были зафиксированы 410 человек, которые пришли, а в новых заявках, то есть люди, которые сегодня только прибыли, подали заявки, было 625 человек. Теперь единственное, сейчас я отправил одного человека, он сейчас придет, нам нужны просто результаты голосования, значит, чтобы мы... Да. Сейчас идет подсчет голосов, и буквально чуть-чуть еще наберемся терпения, и мы объявим голосование по формированию нового совета Священной Митрополии Абхазии, и потом, значит, завершим. Потом завершим. Значит, если нет желающих выступить, пока подводятся итоги, позвольте тогда вас еще ознакомить, поскольку мы так или иначе мы сидим, вынуждены ждать. Значит, у нас готовился акты Церковно-народного собрания первого созыва, и для этих актов мною была подготовлена специальная статья, большая статья под названием «Церковно-народное собрание», первое Церковно-народное собрание до и после. Значит, поскольку не все всегда владеют информацией в этом отношении, хочу напомнить вам, что после, значит, войны 92-93 годов на территории Абхазии у нас было всего 4 священнослужителя. Значит, отец Виссарион Аплия служил в Гадаутской церкви, отец Петр Самсонов в Лыханской церкви, отец Петр Харченко в Гагрской церкви, вот, отец Сергий Джопо, вы знаете, в Иложском храме. И за последние, значит, 15, а может быть и 20 лет у нас появилась целая плеяда абхазского духовенства. Не обязательно, что они здесь присутствуют, в любом случае они являются абхазским духовенством. Число сегодня абхазского духовенства достигает порядка 15 человек. Я хочу только обратить ваше внимание на следующее. Значит, сразу же после войны началась переписка 12 мая 1994 года. Значит, патриарх Московский всея Руси Алексей II пишет письмо с просьбой, значит, решить абхазский церковный вопрос в адрес грузинской церкви. До этого 2 письма поступает от Владислава Григорьевича. Значит, идут ответные письма по всем направлениям, в которых наше руководство и церковные деятели называются сепаратистами и так далее, и так далее. В конечном итоге, значит, оказание помощи было прервано в силу того, что грузинская церковь сказала, что она вынесет на межправославный уровень, и у русской церкви будут проблемы, и после этого были отозваны и монахи, которые прибыли сюда, в этот монастырь,
и все остальное духовенство. Значит, вы будете иметь возможность прочитать все эти документы, а эти документы очень интересные, должен вам заметить, потому что из них как раз мы получаем полноценную информацию. Значит, из выше приведенной, значит, вот этой переписки в течение практически 10 лет между главами двух православных церквей компромиссного решения по абхазской церковной проблеме, которое должно было заключаться в отправке в Абхазию временных священнослужителей из русской церкви для удовлетворения духовных нужд, не увенчалось успехом. Значит, виной тому была позиция, как вы понимаете, жесточайшая позиция со стороны грузинской церкви. Но я хочу о другом сказать. Отец Виссарион и духовенство тогда, начиная с 1994 года, принимало несколько попыток выхода на контакты с Вселенской Патриархией для решения абхазского церковного вопроса. В 1995 году в Стамбуле была попытка абхазской делегации во главе с батюшкой Виссарионом, значит, попасть на прием, которая закончилась безрезультативно. В 1993 году, во время приезда Вселенского Патриарха в Москву, абхазская диаспора московская преподнесла ему икону святого Симона Канонита и просила тоже помочь в разрешении абхазского церковного вопроса. Почему? Мы же слышим этот вопрос. Почему это не произошло? Во-первых, Вселенская Патриархия, признавшая автокефалию в 90-м году, как мы уже вам сказали, значит, не могла через год пересмотреть свои позиции. На тот период у нас не было своей признанного государства. В-третьих, понимаете, одно дело, когда обращаешься, вот, например, я бы или отец Давид, или еще кто-то, или тот же отец Виссарион пишет одно письмо, а кто будет обращать внимание, кого мы представляем? Другое дело, когда это было сделано со стороны, значит, вас, всех участников Церковного народного собрания, когда речь идет о сотнях людей, такого рода точку зрения игнорировать нельзя. Вот в этом смысле сегодняшнее наше заседание имело очень важное значение. Значит, перечислю вам тоже новое духовенство, которое у нас появилось в это время. Значит, туда входят иеромонах Сергий Джопуа, иеромонах Игнатий Кют, значит, сюда входит иеромонах Андрей Ампар, иеромонах Василиск Лейба, значит, иерей Никита Адлиба, далее, значит, иеромонах Иоанн Свинухов, вы хорошо его знаете, ваш покорный слуга и отец Давид. Значит, я на что хочу ваше внимание обратить. Таким образом, с 1995 по 2001 год на территории Абхазии появляется новое духовенство абхазское в составе 9 человек, из которых 7 священнослужителей абхазцы. Большая часть этого духовенства с высшим образованием. Если в дореволюционное время среди 12 священников-абхазцев Сухумской епархии РПЦ не было ни одного монашествующего священника, если в течение всего периода, когда территория Абхазии входила в состав грузинской церкви, то есть вторая половина 20 века, было только 2 священника-абхазца, иерей Захария Шакая и иерей Виссарион Аплия, то после войны 92-93 годов за очень короткий срок в условиях независимой Абхазии и отсутствия влияния ГПЦ мы имеем 5 абхазцев-иеромонахов и 1 иеродиакона. Это очень важно, потому что восстановление института поместной православной церкви Абхазии невозможно без наличия монашествующего духовенства, поскольку епископат в православной церкви должен быть безбрачным. Значит, вот это нужно, братья и сестры, иметь в виду, что в этом смысле, если мы будем сравнивать с тем, что происходило 100 лет тому назад, мы, конечно, во многом ушли вперед в этом отношении. Дальше. Вот еще такая очень интересная статистика. Значит, было у нас издательство «Стратофил», которое функционировало 7 лет, с 2000 по 2006 год. Общий тираж, вы учтите, что это очень еще трудные времена, общий тираж изданных, а их составило порядка 10 различных работ, составило 29 700 экземпляров.
Дальше у нас функционировало Новоафонское духовное училище, значит, в течение 5 лет. К сожалению, впоследствии она закрылась по разным причинам, в том числе и в том, что я должен был поехать на учебу в Греции, и дальше уже училище не функционировало. Но есть один очень важный момент, и к нему мы должны с вами вернуться, к этому институту. Значит, Новоафонское духовное училище за 6 лет его существования, 2002-2007 год, было набрано 59 абитуриентов, выпущено 25 воспитанников. 5 из них впоследствии закончили духовную семинарию в России, 2 духовную академию. 5 из них стали священниками, 1 иеромонахом, 1 диаконом, 2 монахами. 9 из них работали в разное время в качестве сотрудников Новоафонского училища, епархиального управления Сухум-Абхазской епархии, Новоафонского и Каманских монастырей. Это числа, братья и сестры, для нас очень с вами значительные и важные. И ни в коем случае не нужно упрекать, что кто-то из числа воспитанников, наших воспитанников здесь сегодня является священнослужителями и находится на стороне Отца Виссариона, потому что где бы они ни находились, они служат на территории Абхазии и приносят пользу всем нам. Также у нас с 2003 по 2007 функционировала Регенская школа, то есть для подготовки певчих. Было набрано 26 абитуриентов, выпущено 17 воспитанниц. Значит, 5 из них пели на клиросах различных храмов Абхазии, 6 из них работали в разное время в качестве сотрудников различных отделений, значит, структурных подразделений Абхазской епархии. Значит, напомню, что мы всегда обсуждаем это тоже. Мы с вами думаем, что первый виток церковной проблемы у нас начался в 2011 году, ничего подобного. Первый виток церковного разделения в Абхазии начался в 2004-2005 годах именно по причине, значит, проблемы невозможности рукоположения выпускников Новоафонского духовного училища. Значит, 26 мая 2005 года мы наконец-то добились общего соглашения и подписали так называемое Майкопское соглашение, после которого на некоторое время, значит, разделение в абхазской среде уже не существовало. Далее, значит, я уже вам говорил о христианской Абхазии газете, но я хочу вам привести такую статистику. За 9,5 лет существования газеты было издано 93 номера, общий тираж которого составил 181 тысяч экземпляров. Значит, еще один момент – появление нелегальных монашеских общин на территории Абхазии. Вы знаете, что по разным причинам, значит, главным образом, очень много иногда крайностей существует в православной среде, когда, значит, и сейчас есть люди, в том числе в Абхазии, которые говорят, что вот Всеправославный собор – это вот последний собор, антихристов собор, предательский собор и так далее. Ну, вот эти настроения, которые мы сегодня слышим из уст наших соотечественников, ведущих церковную жизнь, сформировались в течение 10 лет под влиянием нелегальных монашеских общин, которые были, значит, находились в прещении в Русской Православной Церкви. Они все нашли в каждом абхазском ущелье свой приют и до сих пор ведут, как вы хорошо знаете, свою деятельность, в том числе направленную вот на такого рода вещи. И немаловажную роль играет в этом отношении. Дальше. Значит, второй виток церковного разделения уже, у нас был еще и второй виток в 2005-2007 годах. Значит, еще раз повторю, что у нас была попытка вернуть абхазскую епархию дореволюционную и воссоздать, значит, ее в той форме, в которой она была, она тоже не увенчалась успехом. Далее, в 2009 году, как вы хорошо знаете, об этом в последнее время тоже много говорилось, значит, было собрание, общее собрание всего духовенства Абхазии, за исключением меня, который в это время находился, значит, на учебе в Греции, было принято решение, так называемое объявление о выходе из состава грузинской церкви, объявление автокефалии Абхазской православной церкви. Братья и сестры, понимаете, мы должны быть немножко в этом смысле серьезными людьми с вами. Вот в частности, было на этом собрании сказано,
подготовить соответствующее обращение ко всем православным поместным церквям, значит, более всего к патриарху Московскому и всей Руси, с молитвенной просьбой о восстановлении Абхазской православной церкви, прекратившей свое существование в 1795 году. Это обращение подписало 15 священнослужителей во главе с отцом Виссарионом. Вопрос только в том, что они больше никому не обратились, кроме устного обращения к Русской Православной Церкви. То есть ни один документ, значит, исходящий от этого собрания, не поступил ни одной автокефальной церкви. Значит, далее, после того, как была создана Священная Митрополия Абхазии, как вы понимаете, самый больной вопрос, который до сих пор активно обсуждается, это вопрос запрещения меня и отца Андрея в священном сане. Значит, то, что вы слышите очень часто. Не у всех людей есть одинаковые возможности силы, в силу того, что вот это, значит, я хочу, чтобы вы поняли и меня, и всех нас. Когда мы молодыми пришли в Абхазскую церковь, отец Андрей, я, отец Давид и многие здесь присутствующие, мы же не приходили заниматься вот всем, чем мы сейчас занимаемся. Значит, у нас было совершенно иное представление. А потом мы оказались в тех реалиях, в которых бесконечные дрязги, бесконечные обливания грязью, бесконечное давление, запрещение, которое в течение 7 лет ведется, как вы хорошо знаете, трижды нас уже запрещали. Поэтому не всякий человек иногда имеет такую возможность. Ни в коем случае никто из нас не должен ничего говорить в адрес тех, кто были с нами и потом отошли, потому что каждый человек имеет возможность вернуться и вернется, и в том числе отец Андрей вернется. От вас и от меня нужно только тех молитв искренних, которые этому будут содействовать. Если наши молитвы в этом отношении будут искренние, значит, они результат тоже будут иметь. Но в отношении запрещения, значит, ситуация была следующей. Когда пришло первое запрещение из Майкопа в мае месяце 2011 года, должен вам сказать, что было очень тяжело и мне, и главным образом отцу Андрею, потому что мы должны были принять решение, что делать дальше. И здесь вот присутствующие, в том числе Станислав Засимович Лакоба и остальные члены Совета, все активно нас поддержали, и мы на этом не остановились. Если бы тогда мы подняли бы руки и сказали, что ничего не получается, но раз запретили, теперь что делать? Сегодняшнего дня бы не было. Тогда потом уже начались письма в адрес моего греческого митрополита, где говорилось о том, чтобы меня не пускали на территорию Греции, я там учился, работал, жил, значит, что я запрещен русской церковью и так далее, и так далее. Значит, они получили официальные ответы. Вы можете это почитать и на наших сайтах, переведены в том числе на русский язык. Официальные ответы касались следующего. Отец Дорофей приехал в Грецию из Абхазии. Назовите имя абхазского епископа, которому он создает проблемы на территории Абхазии, от которого он откалывается, и мы решим этот вопрос. Значит, Московская патриархия отвечает, там нет никакого епископа, но есть проблемы и так далее. Тогда им говорят, слушайте, надо решать проблему, что нет епископа. А при чем здесь раскол? Раскол подразумевается неподчинение епископу. У нас нет, братья и сестры, в этом отношении епископа, соответственно, нет никакой абхазской церкви. Мы с вами воссоздаем. У нас есть общины, группа священников, у которых одни и те же цели, просто разные пути. Соответственно, церковь у нас будет только тогда, когда появится абхазский епископ, признанный всем православным сообществом. Если бы мы были бы церковью, как это мы слышим от своих оппонентов, и вы слышите очень часто, то мы бы сейчас сидели бы на Всеправославном соборе в июне месяце. Мы там не находимся, потому что мы не церковь. Значит, и в этом смысле себя обманывать никакого смысла не имеет. Далее последовали более жесткие письма от Московской патриархии, других лиц. В том числе ваш покорный слуга приглашался в комитет по межправославным отношениям разных государств, значит, где возникали эти проблемы и так далее.
конечном итоге и греческий митрополит, у которого я находился в силу своей учебы, и Вселенская Патриархия не признала запрета, наложенного на меня и на отца Андрея, сказала, что вы дальше можете совершать богослужение. Я, братья и сестры, и отец Андрей, все, кто здесь сидит, по крайней мере, перед вами, не сумасшедшие люди. Я думаю, что как-то, смотря на нас, у вас не возникает такого рода мысли, что мы сумасшедшие люди. Значит, если нас запрещают, и мы в течение 5 лет, находясь под запретом, крестили более 3000 человек, беря персональную ответственность на себя за это, да? Разумеется, что если один из митрополитов и представители, значит, одна церковь не признает запрета, значит, священник имеет право служить. Проблема только в том, если бы все церкви православные сказали, да, мы признаем этот запрет, и отца Дорофея, и отца Андрея, тогда, да, действительно, у нас были проблемы. Но наше счастье было, что в этом случае, конечно, огромную роль сыграл и то, что до этого я учился, и были вот знакомства и так далее, и защитили нас. В конце концов, люди просто сказали, назовите состав преступлений, который совершил отец Андрей, отец Дорофей, за который вы их запретили. Те им говорят, собрали народ, обсуждали. Знаете, собрать народ и обсуждать злободневные вопросы, им отвечают, это не является преступлением. Священника запрещают только за нарушение канонических правил. Назовите, значит, канонические правила, которые он нарушил в своей личной жизни или в своей церковной деятельности, тогда мы будем обсуждать. В конечном итоге все это закончилось этим. И последнее письмо в этом отношении было опубликовано, вот если бы я опубликовал бы, все говорили бы, что я там перевел неправильно, все подтусовал и так далее. Было опубликовано на сайте Сухумо-Пицунской епархии. Этот перевод с греческого языка поступил от Московской Патриархии, в котором совершенно четко и ясно, вы сами тоже можете с этим ознакомиться, не признается этого запрещения. Поэтому в случае возникновения вот таких вопросов вы должны об этом помнить. И я почему это говорю? У нас было до этой встречи десяток встреч с отцом Виссарионом здесь, в Гудаутах, в Сухуми, у президента, у кого хотите. Значит, здесь присутствует актив Нового Афона, который подтвердит мои слова. Когда мы были на встрече в Гудаутах буквально 1,5 месяца тому назад, когда я показал вот эту папку с документами, значит, я ее тоже с собой сегодня принес, со всеми документами, связанными с нашим вопросом, значит, представители Афонского актива сказали, отец Виссарион, значит, согласно этим документам, отец Дорофей, запрет его не признается Вселенской Патриархией и митрополитом. Значит, ты можешь согласиться с его предложением о совместном богослужении. Нам ничего не мешает. И сегодня я перед вами это говорю, еще раз подтверждаю, что я уже 10-й раз приглашал и сейчас приглашаю, и вы это можете передать, кто бы вас ни спрашивал. Вот у нас Симона Канонита будет 23 мая, государственный национальный праздник, основатель нашей церкви. Я каждый год говорю о том, чтобы, отец Виссарион, пожалуйста, я готов вместе с вами служить, совершать литургию, потому что наше общение, единство, оно не заключается в том, что мы в Абхазске, значит, что-то посидим, покушаем, или у кого-то дома кофе выпьем. Наше единство и общение заключается в литургическом и в харистическом общении. И я говорю о том, что, еще раз повторяю, что я и сегодня готов служить, значит, неважно, хотят здесь, хотят в Сухуми, где хотят. И я не говорю, чтобы отец Виссарион со мной служил, я говорю о том, что я готов служить с ним. Значит, это говоря о вопросе единства. Почему? Потому что независимо от институтов, от наших целей, мы можем внутри найти общее согласие в этом вопросе и показать свое единство своему народу. На это я услышал следующее, и вы тоже это слышали. Мы не можем с тобой служить, ты запрещен, надо поехать, повезти, точнее даже не поехать, повезти тебя, значит, в Москву, потом повезти в Майкоп, еще куда-то, ты должен покаяться, раскаяться и так далее. Значит, эти условия никогда для меня не были приемлемы и никогда не будут приемлемы. Значит, никакого покаяния перед теми людьми, которые назвали Церковно-народное собрание в 2011 году сборищем, значит, людей, я никогда, разумеется, каяться не собираюсь. Значит, более того, скажу вам, что после этого собрания мы писали
вот Станислав Зосимович здесь присутствует, он подал нам тогда идею на совете, давайте обратимся с апелляцией к патриарху русскому. Мы действительно написали и попросили провести церковный суд над нами, надо мной и над отцом Андреем. Представители патриархии отказались от этого церковного суда, потому что они понимают, что если пройдет церковный суд и всплывут вот эти все документы, виноваты будут те, кто находился в Майкопе и в Москве, и кто писал отсюда, но не мы, кто запрещен. Тогда мы поехали в Москву, у нас была встреча с высшим иерархом Русской Православной Церкви, собственно говоря, министром иностранных дел Русской Церкви, митрополитом Иларионом, вы его хорошо знаете, часто выступает на телевидении. Значит, открытая была беседа в течение 4 часов. Когда я и отец Андрей говорили о своих аргументах, он сказал: да, мы виноваты во многом, но давайте забудем все и начнем с новой страницы. Я говорю, мы готовы начать с новой страницы. Какие у вас требования? Он говорит о том, что вы должны отказаться от решения Церковно-Народного собрания и покаяться в этом. Я говорю, вы хотите, чтобы я, значит, с отцом Андреем тет-на-тет здесь отказались от того, что принимал народ за спиной народа? Этого, я говорю, не будет. Значит, тогда они говорят, ну давайте тогда мы придумаем какую-то формулировку, я сегодня буду патриархом, и все решим и так далее. Потом мы еще 4 часа обсуждали с тем, кто недавно выступал с протоиереем, значит, Якимчуком, формулировку этого в конечном итоге документа. Значит, да, документы этого не отказались, и потом через 6 месяцев продлили наш запрет еще на 3 года, и тем самым поставив точку на этом вопросе. Поэтому диалог с нашей стороны, я еще раз говорю, мы всегда готовы к диалогу, к любому варианту диалога. Я думаю, что сегодня, когда мы приглашали представителей Сухумо-Пицунской епархии, ничего бы страшного не было бы, пришли бы, посидели бы, послушали бы, ничего плохого в адрес никого не говорим, хотя бы какая-то информация для них тоже была, чем, значит, они будут потом слышать в разных вариациях и так далее. Поэтому в вопросе объединения абхазского духовенства, я еще раз повторяю, и мы, и представители Сухумо-Пицунской епархии имеем одну цель – воссоздание Абхазской православной церкви. Но пути у нас разные. Почему? Потому что, как я вам сказал, в какой-то момент мы поняли, представители Священной Митрополии Абхазии, что нас просто водят за нос, и нас, и все абхазское духовенство, и выбрали тот путь, через который в конечном итоге мы решим. Решиться на том пути, который выбрал отец Виссарион, ради Бога, я уже об этом говорил, в случае появления, и вам это свидетельствую, в случае появления абхазского епископа на территории Абхазии в лице любого абхазского священника, включая отца Виссариона, я соберу вас, мы упраздним митрополию и перейду в подчинение любого абхазского епископа. Еще раз вам это заверяю. Значит, если же не будет решения, будут вот эти разного рода, как бы мне подобрать какое-то слово, значит, чтобы как-то вот увести это, этого, конечно, никогда не получится. Вот в этом отношении никогда не получится. Поэтому я думаю, что и вы, как народ, и многие люди, которые здесь присутствуют, мы все должны настаивать на том, что без вмешательства других внешних сил, по крайней мере в церковном вопросе, мы должны прийти к тому, что абхазское духовенство вместе должно сослужить все праздники и любые торжества, независимо от организации. В этих организациях ничего плохого нету. Вот, у нас одна цель еще ждет. Вот к этому мы все с вами должны идти. Я к этому готов, будет готова другая сторона, никаких проблем нету. Хоть 23 мая, то есть через неделю, мы можем сослужить здесь, в этом храме. Вы пригласили людей на Да. Отец Давид говорит, что мы вас тоже приглашаем на 23 мая, значит, будет богослужение. Вы тоже понимаете, что любого рода церковно-народное собрание, все остальное деятельность, она тоже должна сопровождаться и нашей ответственностью с вами, да? Значит, в этот день со всего мира к нам приезжают люди, чтобы почтить память апостола Симона Канонита. Мы с вами имели счастье не только иметь первого епископа, который участвовал на Первом Вселенском соборе, но и иметь 2 апостолов, даже 3, которые проповедовали на нашей земле, и один из них здесь погребен.
Поэтому мы должны с вами об этом не забывать. Когда покровительство хотим для государства, для народа, сразу бежим. Как проблемы возникают, сразу мы готовы. Но Господь ценит тогда, когда мы Его помним, когда нам хорошо, а не когда нам плохо. Поэтому все вы тоже приглашаетесь на торжество, которое пройдет в понедельник, 23 мая, тем более это выходной день в нашей стране. Значит, здесь будет совершаться богослужение. Потом, как все будет крестный ход, все вы потом пригласитесь в трапезную и так далее. Думаю, что как каждый год отец Виссарион с другим духовенством будут служить внизу. Значит, они тоже там проведут богослужение, ради Бога, мы нисколько этому не препятствуем. Кто будет? Хатерез хуюзча, и тебупши чхаразым, а у созвозги на сиджибадр булит, хучики харцик зерге. Дорогие друзья, предоставляю слово секретарю Совета Священной Митрополии Абхазии, который, кстати сказать, и останется секретарем в дальше. Далее. Поэтому, значит, он сейчас огласит итоги голосования, которые проводились сегодня. Пожалуйста, Герман, вам слово. По итогам голосования Второго Церковного Народного Собрания Священной Митрополии Абхазии кандидаты от духовенства и монашества: архимандрит Дорофей Дбар 1024 голоса, Иродиакон Давид 967 голосов, инок Феофан Крутиков 907 голосов. Таким образом, все трое проходят в Совет Священной Митрополии от лица духовенства. По второму пункту кандидат на место председателя Совета Священной Митрополии Абхазии и кандидат в епископы Священной Митрополии Абхазии, так называемый голос доверия, архимандрит Дорофей Дбар, набирает 1017 голосов. По третьему пункту кандидаты от мирян, 6 кандидатов из 12. Первое место, я буду по количеству голосов. Первое место Яланчиди Дионис Панайотович, 808 голоса. Второе место Чалмаз Мирон Михайлович, 761 голос. Третье Трапша Амар Тукович, 785 голосов. Четвертое Тхагушев Алхас Александрович, 741 голос. Пятое Ашубар Энверович, 608 голосов. И шестое Пандария Руслан Владимирович, 570 голосов. Председатель избирательной комиссии Наталья Викторовна Смыр. Герман, большое спасибо. Пожалуйста, дайте бумагу тоже. Значит, друзья мои, на этом мы завершаем свое второе церковное народное собрание. Значит, единственное, в завершение хочу поблагодарить. 1038, по-моему. Еще одно уточнение просит Герман, пожалуйста. Здесь точное количество участников не зафиксировано. Если на прошлом церковно-народном собрании у нас было более 1100 участников, из них православного вероисповедания более 700, принявших участие в голосовании, то в этот раз у нас более 1000 православных христиан, принявших участие в голосовании. То есть в этот раз, через 5 лет, на 30% более православных христиан приняло участие в церковно-народном собрании в Новом Афоне. Вот как раз списки и бюллетени тоже доставлены, они у нас потом будут в архиве переработаны. Значит, в завершение позвольте поблагодарить, значит, главным образом организаторов, те, кто не имели возможность находиться в этом зале вместе с нами, вместе с вами, значит, участвовать напрямую, а
выполняли все необходимые работы для того, чтобы должным образом все состоялось. Все те ребята, которые несли службу охраны, значит, у входа в монастырь, при въезде, все те, кто принимал участие в избирательной комиссии, вел подсчеты, все те, кто с 8 утра вел регистрацию у входа в монастырь, все те, кто, значит, сделали нам фуршет, в котором мы все с вами, значит, вкусили яства разного рода. Вот. Всех этих людей позвольте от вашего лица, и, конечно же, здесь присутствует Ингиз Дарба, Алан Волба, Ахра Смыр, Константин Грецев, которые, Давид Авицба, Дионисий Авицба, которые смогли, значит, осуществить прямую трансляцию, которая в онлайне смотрела, насколько я информирован, более 5000 с лишним человек. Значит, всех их поблагодарим, потому что это огромнейшая работа. Эти ребята вчера даже ночью здесь ночевали в монастыре, выполняли все необходимые работы. И кроме вас, чтобы получили информацию все остальные. И главным образом те, кто заинтересованы в решении нашего вопроса и за пределами Абхазии. В этом смысле огромное вам спасибо, ребята. Значит, вам, всем участникам и всем, кто в течение всех этих 5 лет, значит, нашего общего, не нас только, меня, отца Давида и тех, кто вы здесь видите, всех нас, я не хочу сказать вам слов благодарности. Почему? Потому что это ваш долг, это ваша обязанность. Потому что это решается не мой вопрос, не вопрос отца Давида или кого-то. Это решается судьба нашего народа, нашего государства. И главное, решается духовный вопрос спасения нашего народа, в котором все мы должны отнестись ответственно и принимать полноценное участие. Поэтому все вы, кто сегодня проявил в этом отношении долготерпения, это мы делаем для того, чтобы мы имели будущее. Благодарю. Сейчас мы пропоем пасхальный тропарь трижды на абхазском языке. Кто знает, пойте тоже с нами. И затем все вы свободны. Дай Бог, чтобы мы, еще хотя бы 5 лет выстояли.
Якщо